Эта неделя выдалась напряженной для депутатов Государственного совета Коми. Каждый день они погружались в детали той или иной государственной программы. Вчера, например, обсуждали вопросы развития экономики, сегодня культуры. О том, на чем сошлись разработчики программ и народные избранники. Ольга Коняева. Пандемия коронавируса не просто скорректировала, грубо вмешалась в планы региона на ближайшие годы. Нет тренировок, соревнований, нет и новых побед. А для спорта каждая, в данном случае, очередная ступенька в развитии. Главные награды наши спортсмены взяли еще до начала пандемии. В управлении госсобственностью недостаток в доходной части. Малому и среднему бизнесу предоставили послабление на платежи за аренду недвижимости. Главная потеря года, сейчас уже понятно, что невосполнимая, существенное снижение налога на прибыль. В этом году действительно из-за сделки ОПЕК+, и той ситуации, которая происходит на рынке углеводородов, произошло существенное снижение прибыли и выручки компаний топливно-энергетического комплекса, особенно нефти и газа, в том числе угля. Цены на уголь тоже мы видим на мировом рынке падают. Ну, исходя из этого, у нас очень сильно пострадал консолидированный бюджет Республики Коми. Сейчас по состоянию на 1 ноября уже минус 16 миллиардов мы видим по налогу на прибыль. Экономика и промышленность региона теперь в одной связке и в одной госпрограмме. И стратегическое планирование тут важнейший этап в достижении успеха. В каждом рубле нашего ВВП 40 копеек с добычи природных ископаемых. А потому развитие топливно-энергетического комплекса – это, конечно, стабильно приоритетное направление. Отдельное внимание арктической зоне. Резиденты готовы вложить в Коми более 2,5 миллиардов рублей. Это 13 проектов, как минимум 3 сотни рабочих мест. Сейчас важно отсеять случайные или нереалистичные идеи и, конечно, искать новые пути развития. Когда у нас все-таки 40% ВРП настолько зависит от внешних условий, мы с вами прекрасно понимаем, что это условия экспортного продукта, да, это условия тех договоренностей, которые страны достигают в рамках ОПЕКа, то, конечно, этот баланс соблюдать довольно сложно. Поэтому, безусловно, задача, которая перед нами поставлена главой республики, посмотреть на то, чтобы этот наш валовый региональный продукт был более интеллектуальным, чтобы это были все-таки сферы и сервиса, и информационных технологий. Большая тема цифровизации, вообще развития цифровых сервисов в той же арктической зоне. Позитивно ситуация выглядит в лесном секторе. Спрос стабильный, крупные промышленники вкладываются в модернизацию и наращивают глубокую переработку, что актуально в связи с запретом на вывоз кругляка с 2022 года. Восстановилась отрасль достаточно быстро, в том числе в своей денежной выручке. И сегодня мы наблюдаем стабильную работу предприятий. Конечно, очень сильно пострадали малые и средние предприятия, которые не в силах вот в этой ситуации были платить аренду лесов. И мы пытались пробить на федеральном уровне льготы или хотя бы отсрочки по этому виду. Но вот, к сожалению, и Рослесхоз, и Минфин России отказал в этих отсрочках. В условиях дефицитного бюджета расходы приходится оптимизировать. И сделать это минимально болезненно и чувствительно для жизни в регионе пытается каждое ведомство. Мы сможем удержать ситуацию под контролем и, еще раз говорю, сделать все, чтобы не ухудшилась жизнь жителей Республики Коми. Основой являются социальные выплаты и социальные обязательства государства. В год столетия региона отрасль культуры не отказалась от своих планов. Это в первую очередь модернизация учреждений в регионе, новые формы работы, к примеру, виртуальные концертные залы, автоклубы. О юбилее Коми, потенциале и культуре региона узнают в разных субъектах России. Дни Коми в Москве и Санкт-Петербурге намечаются как масштабные действия. И, конечно, грандиозная программа предстоит в районах и столице республики. Оптимизация не повлияет на развитие отрасли. Оптимизация – это наши внутренние процессы. Ведь вся суть этого явления, как оптимизация, она не заключается в том, чтобы что-то сократить или что-то не доделать. Она заключается в том, чтобы какие-то другие процессы делать более оптимальными. Стратегия развития спорта в регионе пока в процессе становления. Новый министр спорта пока анализирует ситуацию. И тут очень кстати помощь и предложения депутатов. Спортзалы в образовательных учреждениях используются не в полную силу, хотя резервы есть. Редеет тренерский состав. Нужно привлекать и поддерживать молодые кадры. Виталий Савилов уже высказал намерение ведомства добиваться увеличения финансирования из различных источников.
3 новых объекта на ближайшие 3 года с учетом ситуации на местах этого недостаточно. С этим согласен и руководитель ведомства, и народные избранники. У нас идет снижение, например, на календарный план, на выезды детей, на тренировочный процесс. Это достаточно серьезная штука, которая необходима для того, чтобы у нас отрасль развивалась и дети достигали правильных результатов. Плюс, конечно, у нас необходимо уделить внимание состоянию инфраструктуры, и плоскостной, и капитальной инфраструктуры. Во многом случае она требует ремонта. Взаимодействие с федеральными структурами, инвесторами, поиск возможностей продолжается. Одним из мотиваторов переосмысления программ должно стать преобразование в правительстве региона. Мы посмотрели и увидели, что на сегодняшний день из 400 самых различных механизмов развития региона, разработанных на федеральном уровне, в Республике Коми каким-то образом применяются только 3. И из 400 общих, которые есть у правительства Российской Федерации. 18 госпрограмм по каждой из отраслей экономики пройдут бюджетные слушания. Предполагается, что 10 декабря обсуждения завершатся принятием бюджета на следующий год с учетом предложений, выработанных с участием парламентариев на таких площадках. Это возможность эффективно распределить средства, оздоровить экономику и выйти на стабильный рост.